Всем мира, друзья! Сегодня поговорим про Янолеевское восстание, которое случилось сразу же после Великой Смуты на Руси. Алга. В Москве праздновали восхождение на трон молодого Михаила Романова, рода которого предстоит править в России следующие 300 лет. Венчание молодого монарха на царство совершил казанский митрополит Ефрем. Никанор Шульгин, о котором мы говорили в прошлом выпуске, и другие лидеры проигравшей партии находились под арестом. В Казани была восстановлена воеводская система управления и прежние институты. О них мы говорили в 60-м выпуске. Предполагалось, что возвращение Среднего Поволжья в единое правовое поле с Москвой должно положить начало мирной жизни. Но для исполнения этих ожиданий не было сделано ничего. Вернувшееся Казанское царство из московского Кремля виделось лишь как неисчерпаемый резервуар финансовых и людских ресурсов. Восстанавливается система налогообложения, причем сборщики стараются взыскать недоимки по ясаку за годы смуты. Но больше всего шума наделали чрезвычайные сборы, вошедшие в историю под названием «пятинных денег». Идея собирать треть имущества и доходов на списание Отечества принадлежала Кузьме Минину. Ранее, именно благодаря принудительному сбору третьей деньги, Минину удалось добиться превосходного обеспечения ополчения. Современники говорили, что даже тощие лошади, купленные для второго ополчения, уже вскоре поправлялись. Этим войско князя Пожарского выгодно отличалось от полуободранной казачьей вольницы, захватившей власть в первом ополчении. Сказать, что после освобождения Москвы у государства было недостаточно средств, это не сказать ничего. С большим трудом правительству удалось найти денег на более-менее достойное проведение коронационных торжеств. А еще надо было приводить в порядок царские дворцы, платить жалования чиновникам, содержать войско, сражающееся против поляков, шведов, казаков и тревожащих границы нагайцев. Если со сбором третьей деньги все так удачно получилось в период ополчения, то почему не повторить этот опыт теперь на государственном уровне? Решив так, правительство Михаила Романова в 1614 году объявляет сбор пятой деньги. То есть 20% от доходов и имущества на содержание государевых ратных людей. Первый сбор касался в основном торгово-ремесленного населения с доходом и движимой собственностью не ниже 10 рублей. Ответственным за сбор пятинных денег в Москве был назначен сам Минин, пожалованный чином думного дворянина. В Казани-Свияжск собирать пятину в начале 1615 года направляется князь Андрей Сицкий и дьяк Читай Абатуров. С самого начала дело у казанских пятинщиков не заладилось. Сейчас бы сказали, что виной всему были недостаточно проработанная нормативно-правовая база и механизмы ее реализации. Было непонятно, подпадают ли под обложение торговцы из Средней Азии, тизики, то есть таджики, и армяне, приезжие, купцы из других русских городов, представители местных народов, занимающиеся промыслами. Оценка облагаемых пятиной доходов и имущества делалась в спешке и на глаз. Как писал крупнейший исследователь 17 века в Среднем Поволжье Игорь Петрович Ермолаев, в самой инструкции сборщиков была заложена возможность злоупотреблений. Перед пятинщиками была поставлена цель принести наибольшую прибыль к казне. А с кого и сколько собирать решалось по ситуации. В конце концов, в Казани пятиной обложили вообще всех, не обращая внимания на установленный порог в 10 рублей. Все это вызывало ропот и разочарование. Первые признаки недовольства обнаружились в Свияжске. Во время войны тушинцев с казанскими воеводами Свияжский уезд пострадал больше всего, и многим платить было действительно нечем. За годы существования казанского государства Свияжский посад привык чувствовать себя достаточно вольготно, поэтому в саботаже приняло участие все местное общество. Произвести оценку товаров в лавках у местной купеческой корпорации не получилось, так как все лавки были заперты, а их владельцы разъехались. Все документы были спрятаны, а выборные должностные лица, зависящие от своих избирателей, не шли на контакт с агентами правительства. Любое их перемещение по Свияжску сопровождалось скандалом, и даже настоятели местных монастырей только разводили руками, указывая на полнейшее разорение своих владений в смуту. Еще более тревожные известия приходили из удаленных властей с татарским, чувашским и марийским населением. Тайный осведомитель властей мариец Давлет-Бахта Тайбахтин
сообщал в Казань, что чуваши подговаривают марийцев к военному выступлению. Под чувашами в источниках 16-17 веков часто подразумевается все тюркоязычное и сачное население Казанского ханства, происходившее от волжских булгар. А марийцы после 1552 года были инициаторами большинства восстаний против русской администрации, известных как Черемисские войны, о которых мы говорили в выпуске номер 56. Из сообщений того же Тайбахтина известно, что в Кунугурской волости Царево-Кокшайского уезда марийский сотник Биш готовил нападение на сборщика Петины, едущего в Уржум. Агитацию за вооруженное восстание против петинных сборов вел выходец из казанской татарской слободы Баубек Шемяков. Приведенные в доносе слова Шемякова можно назвать политическим манифестом начинающегося движения. Раньше мы не стояли вместе сами за себя, поэтому теперь дождались, что сверх лишних ясаков нам велено еще и денег на содержание ратным людям собирать. Лучше, чем деньги на ратных людей давать, мы разбежимся по лесам или, собравшись, станем за себя. А русские люди теперь сами по себе. Казанские власти во главе с воеводой Иваном Михайловичем Воротынским прекрасно понимали ответственность момента и старались не усугублять обстановку. Никаких действий в отношении оговоренных в доносе не предпринималось. В апреле 1615 года Воротынскому удалось добиться прекращения сбора петины с народов Поволжья, но у правительства было свое видение ситуации. Проведя в экспериментальном режиме первый сбор петины в августе 1615 года, оно объявило второй, и на этот раз 20% должны были отчислять почти все социальные группы, а не только посадские и торговые люди. Минимум в 10 рублей отменялся. В такой обстановке в Казанском царстве завершалось формирование нового войска для борьбы с литовским шляхтичем Лисовским. Отправляясь за много верст от родных мест, татарские, марийские и чувашские ратники оставляли свои деревни сборщикам петины. Их неожиданное дезертирство и возвращение домой с оружием было предопределено. Как и в период русской революции 20 века, в начале 17 века поведение человека с ружьем зависело от того, насколько решены базовые вопросы народной экономики. В исторической литературе существует разночтение о личности руководителя восстания 1615-16 года, того самого Джанали. По данным карамзинского хронографа, источника 17 века, открытого Карамзиным, им был князь Яналей Шугуров, который был в числе лидеров тушинцев, наступавших на Свияжск в 1609 году. Однако в грамоте, опубликованной протоиереем Ефимием Маловым, фигурирует другой Яналей, Яналей Емаметьев. Служилый татарин Арской дороги Яналей Емаметьев неоднократно упоминается в источниках по истории Казанского края. Центром Яналеевского восстания был именно Казанский уезд, простиравшийся в начале 17 века далеко до пределов современного Пермского края. Все это говорит в пользу того, что лидером восстания был именно Емаметьев. Князь Яналей Шугуров был родом из Алатыря и к Казани отношения не имел. Его сын Бибарс упоминается в источниках тоже в связи с Алатырем. Предполагаемый автор карамзинского хронографа Арзамасов Баим Балтин, скорее всего, перепутал казанского Яналея с Яналеем из соседнего Алатыря, что и привело к разночтениям. Тем не менее, некоторые авторы, формируя образ идеального татарского национального героя смутного времени, предпочитают версию, что один и тот же Джанали воевал и в 1609 и в 1615 годах. Внезапные действия повстанцев произвели ошеломляющий эффект на казанских воевод. Направленные против них стрелецкие отряды Никиты Зюзина и Севастьяна Анучина были разбиты. Восставшие подошли непосредственно к Казани. Обрушился этнический баланс, который долго сохранялся в Казанском уезде. Восставшие начали захваты земель, принадлежащих русским владельцам, а их жертвами становились русские крестьяне. Воспоминания об этих фактах жили весь 17 век. С ноября 1615 года против восставших начинается сбор рати в Нижнем Новгороде. Очевидно, что в условиях войны на многих фронтах ратных людей приходилось собирать с трудом, поскольку формирование войска затянулось. Тем временем казанские воеводы Долгоруков и Гагарин, оправившись от первых поражений, перешли к решительным действиям. По мнению чувашского историка Дмитриева, такая возможность была у воевод, поскольку в Поволжье еще для борьбы с Заруцким были существенно усилены гарнизоны городов. Неожиданно
Помощь воеводам пришла с востока. Строгановы, владельцы частной колониальной империи на Урале, на свои деньги наняли ратных людей и отбили повстанцев от Сарапула и Осы. Подавление Яналеевского восстания стало еще одним способом направить энергию казаков в безопасное для правительства русло. Еще недавно у старого устья Казанки и на услонном берегу постоянно дежурило 1000 ратников, чтобы казачьи станицы, не дай бог, не двинулись с севера вниз по Волге, а теперь казаков призывают на войну против повстанцев по Волжье. В татарском обществе не было безоговорочной поддержки Джана Али и его сторонников. Многие служилые татары и жители Казанско-Татарской слободы сражались в составе царских войск. Арест лидера восстания осуществил татарин Емей Хазяшев. За это он получил имение в деревне Старый Урмат, что в районе Иске-Казани. К февралю 1616 года Яналеевское восстание потерпело окончательное поражение. В Казань для следствия по делу восставших прибыла комиссия, в составе которых был Кузьма Минин. В соответствии с практиками той эпохи следствие сопровождалось пытками, а завершалось казнями. В числе казненных был и сам Яналей. Часть осужденных отправили по ссылкам. Так, сыновья Яналея надолго оказались в Великом Новгороде. Яналеевщина стала последним эпизодом, когда казанские татары стали организаторами вооруженного выступления. Центр силового сопротивления народов Волго-Уральского региона смещается теперь в сторону Башкирии. Конечно, среди казанских татар были активные участники Разинского, Пугачевского и башкирских восстаний, однако мирные методы реализации этнополитических интересов отныне будут превалировать над силовыми. Саботаж непопулярных решений власти, стремление к экономической гегемонии на местном уровне, высокая степень религиозной солидарности на протяжении веков – это позволит татарам оставаться фактором, с которым должно считаться любое правительство в Москве или Санкт-Петербурге. Как и всякий общественный катаклизм, смута начала 17 века была не только бедствием, но и периодом, когда открылись возможности альтернативных путей развития. При новой династии Романовых уверенные позиции в государстве заняли многие бывшие сторонники самозванцев, семибоярщины и симпатизанты католической Польши. Так сработала логика национального примирения, которой строго придерживались и Минин, и князь Пожарский. На протяжении 17 столетия институты самоуправления деградировали и отмирали, зато усиливались предпосылки развития абсолютизма. То же самое можно сказать о запутанном клубке межэтнических отношений, примером которого всегда был Волго-Уральский регион. Коллапс государственной системы управления завоеванным краем открыл новые возможности для горизонтального взаимодействия между всеми этническими, религиозными и социальными группами. Но резкое поглощение региона имперской машины с ее завышенными мобилизационными и фискальными требованиями привело к краху межэтнического мира и стоило множество жизней. Друзья, как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и обязательно делитесь мнением в комментариях под видео. С вами был Ренат Хавибуллин и Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау булыгыз. И до новых встреч. Пока.